прямом эфире дневной выпуск новостей на телеканале «Унбир». Меня зовут Мири Маданбекова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Многотысячные митинги прошли по всей России. Активисты протестовали против коррупции в высших эшелонах власти. Поводом для недовольства послужило расследование фонда Алексея Навального, посвященное имуществу премьер-министра Дмитрия Медведева. Экс-депутат Джохорку Кенеша Садыр Джапаров останется в СИЗО до окончания следствия. Такую меру пресечения политику определил Первомайский районный суд. Участникам митинга в поддержку Джапарова также назначены наказания от арестов до штрафов и уголовных дел. Кыргызский футзал возвращается на международную арену. Спортсменов после годичного отсутствия пригласили участвовать в клубном чемпионате мира, который пройдет летом во Вьетнаме. Подробности смотрите далее. В Узгенском районе Ошской области возможен повторный сход оползней. Жители села Ничкесай, чьи дома расположены в опасной зоне, временно поселили в 10 местных палатках. Пока спасательные работы в районе приостановлены, с 25 марта оползни сходили трижды. Один из них накрыл дом, где жила семья из 6 человек, в том числе 4 детей возрастом от 2 до 7 лет. Тела погибших еще не достались под завалов. МЧС договорилась с родственниками, что поиски продолжатся после того, как земляные массы перестанут двигаться по склону. Как сообщается, другой оползень накрыл еще 4 дома, но в них на момент происшествия никого не было. 3 помещения пустовали. Из одного жителей успели отселить. В селе Ничкесай побывал министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Буронов, который лично проверил проведение спасательных работ и затем сообщил о ситуации президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Кроме того, в другом районе Кыргызстана на трассе Бишкек-Ош также сложилось опасное положение из-за погодных условий. МЧС предупреждает, что дорога перекрыта 3 лавинами, которые сошли в ущелье Чичхан. О пострадавших не говорится, однако уточняется, что возле сел Сосновка и Орал движение транспорта сильно ограничено. Очевидцы сообщают о пробках. Еще одна трагическая новость. Тело 4-летней Лидии Кашкаровой, пропавшей 7 марта неподалеку от села Ивановка Чуйской области, найдено неподалеку от места исчезновения. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, ребенка обнаружили в реке примерно в 500 метрах от кафе, где ее мать оставила. Девочку искали 3 недели, спускали даже воду в соседнем рыбном хозяйстве, привлекали водолазов и собак. Однако безрезультатно. Тело Лидии, как уточняется, обнаружил родной дядя. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Пока что следствие говорит о несчастном случае. Коллектив телеканала «Унбир» приносит свои соболезнования родным и близким погибшей девочки. К событиям на политической арене Кыргызстана экс-депутат Джохорку Кенеша Садыр Джапаров до конца следствия пробудет под стражей в СИЗО номер 1. ГКНБ задержал политика в субботу сразу после прибытия в Кыргызстан. Как сообщается, бывший парламентарий обвиняется в причастности к захвату заложника Эльмирбека Каптагаева в 2013 году. Тем временем 64 участника митинга в поддержку Садыра Джапарова осуждены Первомайским судом за нарушение общественного порядка. Им назначено от 2 до 5 суток ареста. Еще 12 человек оштрафованы и на 12 заведены уголовные дела. Пресс-служба МВД уточняет, что в ходе беспорядков пострадало 5 милиционеров, разбиты окна и двери одного автобуса. Напомню, Садыр Джапаров вернулся с Кипра, где жил последнее время. О его задержании было известно еще до момента прибытия. Его сторонники собрались на границе с Казахстаном. О том, чем еще известен экс-депутат, в нашем материале. Некоторые факты из жизни экс-депутата Садыра Джапарова. Кыргызжилкоммунсоюз. Будучи главой Национального агентства по предупреждению коррупции, Джапаров обвинил Кыргызжилкоммунсоюз в коррупционных схемах при закупке угля и предложил расформировать его, распределив функции союза между органами местной власти. Депутаты тогда обвинили Джапарова в том, что, выдвигая подобную инициативу, он руководствовался интересами семейного бизнеса, так как его брату Сабуру Джапарову принадлежал угольный разрез в шахте Джиргалан. Подозрение в незаконном захвате здания. В 2012 году Генпрокуратура под руководством Аиды Соляновой возбуждает против Джапарова уголовное дело по факту незаконной приватизации здания в Бишкеке на улице Киевской. Однако парламент отказал генпрокурору в привлечении депутата к уголовной ответственности. Джапаров высказался за национализацию Хумтора.
Летом 2012 года, возглавив парламентскую комиссию по Кумтору, нардеп потребовал национализации рудника. Коллег по Джигорку Кенешу Джапаров тогда обвинил в продажности и защите интересов канадцев. Митинги за приватизацию Кумтора на площади. В октябре 2013 года Джапаров принял участие в митинге за приватизацию Кумтора на главной площади страны вместе с Талантом Мамытовым и лидером партии Атаджурт Камчибеком Ташеевым. Парламентарий попытался перелезть через забор Белого дома. Позже политиков обвинили в попытке насильственного захвата власти, однако быстро отпустили. В августе 2013 года Джапарова лишили депутатского мандата. Митинги за Кумтора на Иссыкуле. Летом 2013 года по Джитойгуйскому району Иссыкуля прокатилась волна митингов за национализацию Кумтора. Во время одной из акций протеста жители села Сару отключили свет на руднике. Организатором митингов СМИ тогда назвали Садыра Джапарова, однако свою причастность к акциям протеста он отрицает. И снова подозрение в попытке смещения власти. Осенью 2013 года ГКНБ обнародовал видеосюжет, в котором один из организаторов Сонкульского Курултая Эрламбек Умаралиев рассказал, что оппозиция якобы подготовила 3 сценария смещения власти. В Курултае принимали участие в том числе и Садыр Джапаров. Позже на пресс-конференции Джапаров и другие депутаты продемонстрировали запись телефонного разговора, в котором Умаралиев говорит, что его заставили свидетельствовать против оппозиционеров сотрудники спецслужб. Творчество Джапарова. В 2013 году, будучи за рубежом, Джапаров написал книгу, согласно которой Эмильбек Каптагаев, занимая должность первого заместителя главы Иссыкульской обладминистрации, вступил в преступный сговор, а после возбуждения против него уголовного дела просил помощи у Джапарова, занимавшего тогда пост главы Главного комиссара по борьбе с коррупцией. Сам Каптагаев опроверг все обвинения в свой адрес. Тем временем родственники участников апрельской революции сегодня выступили с призывом не поддаваться на провокации. По словам Любови Кадралиевой, народ сейчас нуждается в спокойствии и стабильности. Родственница героев апрельских событий напомнила о том, что было сделано 7 лет назад. По ее мнению, теперь простой народ на площадь больше не ходит. Он работает на полях, и от митингов граждане Кыргызстана уже устали. Почему, когда простой человек не за что садится в тюрьму, никто за него не заступается? За него почему-то никто не кричит. Но если сел какой-то политик или его в чем-то обвинили, тут же все на площади и орут, и кричат, и людей подстрекают не к хорошим делам. И снова про митинги. В России в минувшее воскресенье прошла серия маршей против коррупции под общим названием «Димон ответит». Инициировал акции протеста фонд оппозиционера Алексея Навального, ранее опубликовавший большой фильм об имуществе Дмитрия Медведева. При этом, как отмечают участники митингов, на улицы в российских городах вышли более 80 тысяч человек. Подробности о происходящем в России расскажет моя коллега Наталья Богданова. Наталья, расскажите подробнее об акциях протеста, в скольких городах они прошли и как во время митингов вели себя представители силовых структур. Спасибо, Марим. По подсчетам самого Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией, митинги прошли в 82 городах России, причем от Москвы и до самого Урала. Самой массовой акцией протеста, конечно, стала Москва. Там, по разным подсчетам, на улицы вышли от 10 до 20 тысяч человек. В Санкт-Петербурге также на улицы вышли около 10 тысяч человек. При этом в северной столице России, рядом с местом проведения акции протеста против Дмитрия Медведева, проходила еще одна акция, однако уже в поддержку традиционных ценностей и в поддержку правящей власти. Однако участники акции протеста особого внимания на нее не обращали. В других крупных городах России, таких как Екатеринбург и Челябинск, к примеру, на улице также вышли около 2000 человек. Я хочу отметить, что представители силовых структур активно задерживали митингующих, участников акции протеста. Их доставляли в заведения следственных органов. Конечно, больше всего людей арестовали все-таки в Москве. По подсчетам самих оппозиционеров задержано было около 1000 человек, 1030 человек. Однако по официальным данным было задержано около 500 человек. Стоит отметить, что официальные данные не обновлялись с 6 часов вечера по Москве, а тогда акция протеста еще не была закончена. Допрашивали задержанных людей в Москве представители Следственного комитета. Одним из пунктов, почему на них заводили уголовные дела, было то, что во время акции протеста пострадал полицейский. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, и за
причинения вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов собираются судить несколько человек. На остальных же заводили административные протоколы за нарушение правил проведения митингов, а также за неподчинение представителям властей. Самого Алексея Навального также задержали в тот момент, когда он выходил из одного из столичных метро. После задержания Навального в офисе ФБК, Фонда борьбы с коррупцией, лидером которого является Навальный, провели обыски, причем по информации пресс-секретаря Навального, после обысков из офиса пропала техника, то есть, возможно, власти ее просто забрали. Официальных комментариев на эту тему пока что не поступает. Отмечу, задержанные после минувших акций протеста, задержания после минувших акций протеста стали самыми массовыми за все последнее время. Они превзошли даже задержания во время акции на так называемой Болотной площади. Тогда задержали в общей сложности 500 человек. И еще один интересный факт. Ближе к концу дня самого Дмитрия Медведева в социальных сетях спросили, как он провел свой день, на что премьер-министр ответил, что день он провел неплохо, даже сумел покататься на лыжах. Напомните, что стало толчком к началу митингов? В конце февраля, начале марта этого года Алексей Навальный и его команда опубликовали расследование о якобы имуществе Дмитрия Медведева. В своем расследовании они говорили, что премьер-министр берет многомиллионные, даже многомиллиардные взятки на людей, приближенных к Дмитрию Медведеву, именно на его одногруппников и однокурсников. Зарегистрированы многочисленные земельные участки, особняки, несколько яхт, а также виноградники в итальянской Тоскане и в российском Краснодаре. Всего, по подсчетам Алексея Навального и его команды, на фонды и организации, связанные так или иначе, может быть, даже косвенно с Дмитрием Медведевым, в общей сложности было переведено около 70 миллиардов рублей. Как на все происходящее в России отреагировало мировое сообщество? В первую очередь реакция поступила из Вашингтона. Госдепартамент США опубликовал заявление, которым назвало все произошедшее оскорблением демократических ценностей. Госдепартамент потребовал от России немедленно освободить всех митингующих. Я процитирую: «Мы призываем российское правительство освободить всех людей, которые мирно митинговали». Госдепартамент США также сильно озаботился арестом самого Алексея Навального и обысками в здании ФБК. Позже подобное заявление, похожее по содержанию, выпустила и пресс-служба Евросоюза. Представители ЕС призывали Россию соблюдать все взятые на себя обязательства, в том числе в рамках международных организаций, такие как ОБСЕ и Совет Европы, а также соблюдать свободу граждан на право собрания, а также без замедления отпустить всех участников митинга, в том числе самого Алексея Навального. Спасибо, Наталья. Мы продолжаем выпуск. К новостям Центральной Азии. Первая в истории Узбекистана свободная туристическая зона появится в Бухаре. Как сообщили в Торгово-промышленной палате республики, начало строительства запланировано на май 2017 года. А первые объекты будут введены в эксплуатацию через год. В марте 2018 года предполагается, что туристическую зону освободят практически от всех налогов и таможенных платежей. При этом в ее рамках в Бухаре появится целый квартал с торговыми лавками национальной сувенирной продукции, книгами, фруктами, овощами и сладостями узбекского производства. Кроме того, как предполагается, инвесторы совместно с Нацбанком Узбекистана вложатся в строительство амфитеатра на 500 мест, боулинг-клубов, караоке-баров и ресторанов с национальной кухней. Говорится, что проект будет окончательно реализован через 3 года. К международным новостям. Пентагон заявил, что в афганской провинции Пактика был убит лидер Аль-Каиды Кари Ясин. Как уточняется, глава экстремистской группировки погиб в результате авиаудара. По информации спецслужб, Ясин причастен к целому ряду терактов. Так, он участвовал в подготовке взрыва в одном из отелей Исламабада в 2008 году. Тогда погибло более 50 человек, в том числе посол Чехии. Также считается, что Кари Ясин ответственен за теракт в Лахоре в 2009 году. Экстремисты атаковали автобус с командой Шри-Ланки по крикету. В заявлении Пентагона сказано, цитирую: «Смерть Кари Ясина свидетельствует о том, что террористы, которые порочат ислам и намеренно целятся в невинных людей, не уйдут от правосудия». Конец цитаты.
В завершении выпуска о новостях спорта. Команды Кыргызстана по футзалу спустя год снова примут участие в клубном чемпионате Азиатской футбольной конфедерации, который пройдет летом во Вьетнаме. Право на соревнования на международной арене кыргызские футзалисты получили после ряда изменений в отечественном спорте. Так как отмечают в Федерации футбола, у этого вида командных состязаний появились спонсоры, удалось организовать трансляцию матчей по телевидению, были созданы новые спортзалы и выросло общее число команд. В результате изменился формат проведения чемпионата страны, и кыргызский футбол вернулся на международную арену после годичного отсутствия. На этом все новости к данной минуте. Телеканал «Унбир» продолжает следить за развитием событий в Кыргызстане, в мире, и до встречи.